реконструировать, а потом брать вот этот праязык и, соответственно, реконструировать более древние праязыки. Алтайская, собственно, гипотеза, она так и сделана. То есть мы берем тюркские языки, ну, то есть мы берем. Анна Владимировна Дебо, да, вот Старостин, Мудрак, еще там некоторые коллеги взяли и посмотрели. Вот есть тюркские языки, они очень близко родственны. Вот вы берете там турецкий, азербайджанский, вы даже не всегда можете сказать, на каком из языков это слово написано, потому что оно одинаковое и там, и там. Там дом какой-нибудь, он будет эв и там, и там. Вы берете там какой-нибудь казахский, киргизский, узбекский, даже якутский. Ну, правда, на якутский надо попристальнее смотреть, потому что он сильно фонетически инновационный, по нему не всегда все прямо видно. Но, тем не менее, систематические вот эти соответствия регулярные, они там есть. Соответственно, можно реконструировать протюркский. Там еще чувашский войдет составной частью. Хотя по нему уже совсем почти не видно, но вот именно регулярность показывает, что это все не просто так. Можно взять монгольские языки. Бурятский, монгольский, калмыцкий, могольский, монгорский, еще некоторые. Реконструировать про монгольский. Можно взять тунгусо-маньчжурские языки, эвенский, эвенкийский, нанайский, еще там кое-какие, и реконструировать про тунгусо-маньчжурский. И вот эти вот реконструированные языки между собой сопоставить. И вот когда они реконструированы, то они между собой весьма прилично сопоставляются. И с этой реконструкцией уже можно сравнивать корейский и японский, и они тоже весьма прилично туда входят. Соответственно, англоязычные люди не любят слово алтайский, потому что кто-то когда-то что-то плохое про это сказал, и все про это помнят. Поэтому нынешние западные люди, которые понимают, что, в общем, нормально сделанная семья, они говорят трансевразийская. Вот. А так, те же яйца, только в профиль. Да, она вполне состоятельная. Я смотрела на материал, в общем, он прилично складывается. Действительно, там соответствия сильно нетривиальные, но регулярные, и можно разделить вот даже между тюркским и монгольским, хотя там были контакты очень сильные, но при контактах там будут другие соответствия. Так же, как между русским и английским, если мы берем индоевропейские слова, то нашему «д» соответствует их «т», 10 – это 10, 2 – это 2 и так далее. А если мы берем современные, то будет «д», то «т» будет «т», а «д» будет «д». Такой спутник или дресс-код, да, вот там это будет «д». Так что это вполне различаемо, если уметь работать. Вот. Переведите на якутский язык слово бабочка, лэх, брови, хас, пожар. багар, Бахар. Нет, не знаю. Бахар. бахар, Бахар, да. Ведро. Бедра. бедра, Бедра. бедра, бедра, Ответ. Опять. опять, опять, Опять. Опять тахин. Свобода. Не знаю. Көңіл вроде. көңіл, свобода. О, сложно. Якуты говорят на якутском в семьях, но этот якутский язык на 40% состоит из искаженных русских слов. В данном случае я просто цитирую, поэтому зачитываю вопрос. Не знаю, так это или нет. Это сохранение якутского языка или это зарождается пиджин-русиш? Видимо, какой-то якутский русский. Или... в этом вопросе проявляется очень характерная такая идея языкового пуризма, в соответствии с которым нужно говорить на некотором стерилизованном варианте языка, законсервированном и не подвергающемся никаким воздействиям. Лингвисты, как правило, и я тоже в их числе, относимся довольно скептически к подобным идеям, потому что язык – это пластичный живой организм, он постоянно меняется, постоянно подвергается каким-то воздействиям, и никакой катастрофы нет ни в том, что якуты
внедряют русские элементы в свою речь.